Что нам розум не уважить, свято веры принесе, Богу вечному Троицы, благословение и хвала, и Отцу и Сыну разом, Отцу вечного життя, Духу, что они походит, на Отцу вечного светла. Аминь. Молимся. Пане Боже, мы с верой визнаем, что Иисус Христос, який народился для нас, с Девы Марии, был замучен и на крыже присутничал в Найсвятейшем сакраменте. Дозволь нам черпать в этой Божьей крынице плоды вечного спасения. Праз Христа Пана нашего. Аминь. Будет Божия светом славлю имя Его, боюсь життя моего. Хай милость будет Божия во мне, спевом славлю имя Его, боюсь життя моего. Хай милость будет Божия во мне, спевом славлю имя Его, боюсь життя моего. На початок роздадених співниках номер 112. Святая Мария, Святая Мария. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I z ducha Marii.
28 неделя звичайная, в першем читании почуем, что сырыч к нам. Придя, как подяковать пророку за оздоровление его с хворобу проказы. Так само Пан Єсус оздоровить аж 10 человек с этой самой хворобы. И только один придя, как подяковать. Святая Мша является подякой Пану Богу за все, что мы маем. Особливый способ за дар нашего избавления. Просим подчас сьогоднішньої так само Святої Мши поставити вдячності за все отримані ласки. Подчас этой Святої Мши молюся за померлых Олег Нович, Франчишка и Марьян, Садовский, Миколай, просячи для їх радості життя вічного у володарстві небесним, который милосердный Пан пробачив їм провини. Перепросим за наши грехи, как мы могли с чистым сердцем скласти эту наисвятейшую охрану. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, брати і сестри, що згрішив я винні, думкою, словом, вчинком і занедбанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейших, за всюди Пану Марию, усіх анgelов і святих, і вас, брати і сестри, помолиться за мене, для Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Які віриш на себе, крайні світу,
Zmiłuйся над нами, який береш на святі праки святу, прийми моління нашає, який святішка нарушається, zmiłuйся над нами, бо тільки ти святий, тільки ти наш Пан, тільки ти найвищий, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Amen. Amen. Gloria in excelsis Deo. Gloria. 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 Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria. Молимся. Просим Тебя, всемогутный Боже, нехай Твоя ласка повсюди теперь с нами и нас сопровождает, как мы завсёды охотно робили добрые учинки, проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарит в едности Духа Святого, Бог правду все веки вечные. Amen. Читання другої книги Володарства. У ті дні прийшов Нааман сирієць і окунувся у Йордані 7 разів поводле слова Елисея, человека Божьего, и обновилось тело его, и стало як тело малого дитяти, и очистилось. Тогда вернулся до человека Божьего и он, и все, кто сопровождал его, пришел и стал перед ним и сказал: «Сапраўды я ведаю, что нема Бога на всей земли, а только у Израиля, тому прими дар от слуги твоего». И отказал Елисей: «Як живий пан, перед обличчям якого я стою, і приму». А той примушав його взять, але він одмовився. І сказав Нааман: «Коли не, то прошу, нехай слузе твоему дадуть столько земли, кольки понесуть вам увы, бо не буде больше слуга твой приносить усеспаление и ахвяры іншим богам, а прочь пана». Это Слово Божие. Дякую Пану Богу. Он объявил народам избавление свое. Пан объявил народам избавление свое. Спевайте Пану новую песню, моему учению цуды, ему допомогла его правица, его святое плечо. Пан объявил народам избавление свое. Показал Пан свое избавление, перед очима народов объявил свою
Читание другого послания святого апостола Павла на Тимофея. Умилованный, памятай про Иисуса Христа с поколения Давида, який воскрес з мертвых поводле Евангелия моего, за якое я терплю недолю аж до кайдану, не злочиться, але Божьего Слова не зневолишь. Тому я усё вытрымліваю дзеля выбраных, каб і яны атрымалі збаўленне у Иисусе Христе з вечную славу. Правдивое слово, коли мы разом с Ним померли, то с Ним и оживем. Коли терпим, то разом с Ним владарить будем. Коли отречемся, и Он отречется от нас. Коли мы не верим, и Он застається верным, бо самого себе отречься не может. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. За усё дякуйте, бо такая односта вас Божия воля в Иисусе Христе. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан с вами. И с духом твоим. Читание Святого Евангелия поводле Луки. Слава дадим. Jezus, kali išao u Jeruzalem, проходил праз Самарию и Галилею. И калі ён уваходзіў у одну вёску, сустрэлі яго 10 прахожаных, якія, стаўшы здалёк, моцным голасам казалі Езу: «Настаўнік, злітуйся над намі». Убачыўшы іх, ён сказаў ім: «Ідзіце, пакажыцеся святарам». А калі адышлі, яны ачысціліся. І адзін з іх, убачыўшы, што стаў аздароўлены, вярнуўся моцным голасам, праслаўляючы Бога, і, упаўшы лицам да ног ягоных, дзякаў яму, а быў гэта самарянин. Тады Езус сказаў: «Ці не 10 было ачышчаных, дзе ж 9? Не знайшлося нікога, хто бы вярнуўся аддаць славу Пану, акрамя гэтага чужынца. І сказаў яму: «Устань, ідзі, вера твая збавіла цябе». Гэта слова Пана. Слава Тебе, Христе. Читаючи Божие Слово, Евангелию, глядячи на оздоровление не только Иисусом Христом, але так само и в Старом Заповете разными пророками, которых здійснялося шмат. Але удячних людей было не шмат. И докладно читаючи, дяковали Богу за оздоровление те, которые были далеко от Бога. Те, которые Бога не знали. Как сегодня самарянин, поганин тотальный, нежели какие там, например, 10 евреев было посеред их оздоровленных, не пришли подякувати. У першым читании почули королю Наме. Будем читать так само у пророка Елисея, як прийде до вдови Сарепти Сидонської, так само там, кому є буде кормить, що з голоду не умре. І гэты цуды, якія здійсняються десь поза тим, кому яны предназначены. Что это говорит? Сегодняшнее Слово Божие нас кирует так как мы заспевали в аккламации перед Святой Евангелией у Аллилуйя до подяки. Якая есть наша подяка Пану Богу? Чи мы умеем дяковать за то, что мы маем? В сучасном свете, глядячи на тренд молодого человека, сучасных людей, когда поглядим 10 поедем за межу, поглядим, что некоторые ходят и вызнают другие религии. Альбо замест ружанца носят такие четки, не что это четки, а ружанец только тыкается. Замест там коробить знак крыжака, готовые кланяться до пояса. А это новое, что-то новенькое, что-то новое. А Иисус говорит, что выдерживая до конца, то и будет избавленный. Человек в такий способ не умеет зауважить и подтягивать то, что мает. Один мой знакомый святар, когда ходил по хворых, что месяц,
Як більше працював, щомісяць їздити там до хворих на території парафії. Парафія велика, де вона ділиться на кілька ксензов, що трохи там віз. І от приїжджав завжди до такого хворого, який був на колясці інвалідної. Руки викривлені, голова так само похилена, ноги неисправні, тотально не слухаються. Ну і говорить, прийшов, був наград за його. Він радостний сидить, говорить, Ксенц, сьогодні я имел хороший сон. Такий радостный, говорит, что там за сон был? Говорит, у гэтым сне я приснил, что ходил. И святая говорит, я зрозумел, что мы не умеем дякувати нам за то, что я маю ноги, что я сам до его пришел. Нам так здається, что это нормально. Ні, гэта так само дарма Бога. И этот человек радовался с того, и он видел, что ніколи не пойдет на ногах. Але он себе во сне убачил, як ходил. И это дало ему радость. А нам не треба гэтага во сне бачити. Мы гэта все знаем. Що ми вміємо зауважити те добро, якое є у нас. Чому? Гэтыя 10 чоловік атрымалі аздараўленне. Две рэчы там ёсць. Першая з іх, як мы прачыталі, яны не гаварылі так, я сон, каб ніхто не чуў, молітвайся над нами, аздараві нас. Это просто было прийти, щоб прийшли комусь на муха. Вот никто других его не почув и не зрозумел. Если бы прямо сказали что-нибудь не так, то, может, только этот один посмеялся. А я на голову сказали что-нибудь так. Ты как бы пальцами у нас. А ему написано, в сегодняшнем Евангелии моцным голосом кричали. Иисус, счастливейся над нами. Чему? Ризиковали моцно. Но как им что-нибудь не вышло, то все бы говорили, а, вы там ока на посмериsko себе выставили. С вас все смеялись, все там кричали. Я виховався і народився на вёсцы, и на вёсцы зауважил такие тренд. Там, где поскольку человек, зная один одного листок бумаги, то люди там колести, кто-то запропоновал сделать что-то такое добро. Давайте разом суместно попробуем сделать. Не выйти нам это. И, говорят, оставили этот человек сам на нем. Все по домах, по кутках критиковали. Что он робит, а мы не выйдем, высмеивали. А я вышел. Пришли до его и начали его пытать, когда я вышел. Он говорит, а чему, когда я робил, разом как бы забили эту справу? Чому вы не хотели? Бо боялись, як не выйдя, то все будут тыкать пальцами. Тому это люди, 10, кричат. Мы сегодня прочитали, когда Иисус шел в Иерусалим, проходил про Самарию и Галилею. Недокладно же такая. Иисус не проходил про Самарию и Галилею. Иисус шел между Самарией и Галилеей. Кто из вас, кто переезжает между, то ведаем. Например, то есть Варшавский мост такие великие, территория недалеко до Никова. Когда кто ехать на Бобровники, так само есть мост, и до Никова не належит зусім тотально. Ничья полоса. И тут так само на меже лежит. Поміж одним городом и другим, которые не принадлежали до Никова. Это их территория была. Им нельзя было перевести эту межу. Бо когда перешли вы, кожен, хто зустрів, мог їх замордовать. Имел право и завел в обовязок, чтобы ему премию за это. Что он забил прохожих, на каких ходит здесь по городу. А повинен сидеть там, где повинен сидеть. В этих местных рамках, где ему предназначено. Я, конечно, себе думал, не колись, то недавно думал, некалькі дзён тому назад, что гэтыя люди шмат зарызыкавалі чым. Чаму? Бо яшчэ як мы пачуем, пришли Иисус Христос, не наложил на их руки, не благословил, не покропил водою, как хвороба зіля дошла. Та й постоянно гэта чинил сами якісь знаки. Нет. Я сказал, идите и покажитесь святарам. И коли яны шли, написано в Евангелии, были оздоровлены. Чим яны ризиковали чимось? Чим? Что их хтось забьет? Нет. Яны уже были у такой точки життя, пункте життя, что яны уже ничем не ризиковали. Чему такой были, что прошли бы укренчили посередине Рубинского тракта и молились? Но нам уже никто не допомог, видим, что Бог может спасти. Вот яны в такой ситуации были. И эта ситуация им допомогла. Браты и сестры, занести эту молитву. Молитву до Пана Бога. И верою в ее. Ідучи, хто б з нас, з раниці встав би, там, розчосаний, відмальований, а завжди такий
танчик, і пригоженки ходять на працю, а такі об'явився в этой ночнушке, такой спальной рубашке, иди туда, на пляц Косыжинскую площадь Пировой. Оттуда, в Минск. Не на транспортным сроком, но там еще можно сховаться под лавку, никто не бачил, под скамейку залезть. Нет, пешком идти. Кто бы с вас пошел? Они пошли, так не способ. Поверили. И эта вера их уродовала. Тут, правда, приходить наступная речь ще одна. Вельми файна і цікаве, тому що один тільки вернувся по всякому сторону. Что это означает? Что мы не умеем дякувати за то, что маем. Мы шукаем новшества, чогось нового. Бо нас свет так накручивает. Не умеем подяковать, мужик не умеет подяковать за жонку, жонка не умеет подяковать за мужика. Бо не умеет забачити, убачити від одного добра. А есть оно. Мужик повинен подяковать жонке за то, что она приготовила суп. Может наготовить уже 40 годов его. Але она приготовила. И она знает, коли кинуть в эту костью, в эту суп. Коли вода повинна быть холодной, чи горячей. Какая костя повинна быть, чи две куриные, одна петушиная, чи еще кости. Как будто суп знает мелкости смака, когда кость не закрылась, отдала смак, был добрый навар. Дать квасу, меньше квасу, соку цитринового. И чего-то там еще, как так само, открыть все валюровым. Это смаку, отвалитасу, мы ж не ведаем. Але едим, нам будут смакуем. Вельми добрый. Альбо, например, жонка для подяка мужику за то, что едет автомобилем, перекидает передачу с 4-й на 5-ю. И чуешь, что что-то скрипит. И в голове уже мысль. Так, машину треба в ремонт. Уже я не чую. Что здесь что-то не то. Здесь что-то. Может, треба поменять уже диски тормозные. Бо вже чую, що вже метал помітялося ще трошки, і в певний момент лопне колодка і заблокирується і викине на здоров'я. А жонка їде себе в бошку розглядає, слушай. О, Сарна, олень пошел, олень. О, побежал, побежал, зайчик ты. А уже думаю уже, я тут машина как не зашивалась. Как доехать к тебе вернуться еще, как наступным разом подрошку. Так само подяковать. Что мы умеем затягивать, это пробатиковские такие звучальные приклады. А сколько их у нас в житті есть? Ми тільки вміємо нарікати один на одного, чогось чекати. Шукаємо нових трендів, нового життя в сучасному світі. Я коли розмовляю часами за границей, особливо за межою з людьми, ти що розвелися, розвалили свою сім'ю, а якоїсь амбіції дурної, або за святаров, які оставили святарство або життя законне. Так розмовляючи з ними, вони говорять так, як була така можливість. За нашей дурноты, упартости, нашего «я», пыхи, мы развалили семью. Как была такая махчивость, мы бы вернулись сегодня. И грызли бы землю, как наша семья оцарела. Мы думали, что здесь и там будет что-то векой. А оказалось, это зусим не той хлеб и не такий смак. Та и с этим супом, памятаем, в детстве нас кормила бабушка, о, бабушка изгорела суп, это был добрый. Хтось типа знав жонку говорив, ну никакие бабушка, а не може бути. Так само з этими смаками, этим самым життям. Шукаємо якийсь новий смак якийсь життя. Як нам отшинить щось було. І не буде такий сам. Ні у кого з нас. У кожного по-розному. І треба його прийняти, такі, які є. Бо коли ти сьогодні переживаєш таку тяжкость, ми говоримося, знаємося на життю, не знаємося на життю. Я можу изучить теологію, могу изучить философию, могу изучить логику, какая вообще тотально не логическая. А не логика, это логика предмета. Q равняется P, P равняется там чему-то еще, и Q равняется Q и P, и все раз, кто его вернее. Но я логику знаю, и добро могу сказать, не смотришь. А какого изначального человека нет. А вы сказать, я на себе знаюсь. Что ты знаешь? Я не знаю на себе. Вы не знаете. Бо как я знал, я бы знал, что отбывается и на ложь. И может сегодня у твоем житті відбувається то, как не было что-то больше. И Бог послал на тебе такое выбывание. Такую пробу, может, такой смуток, такое переживание. Бог как тебе что-то завтра не состояло намного больше. Бог это может есть. Бог это есть Бог. Но Он видит намного наперед. Намного наперед. Может, сидит девчина в доме, находится и пообещал, что после, я не знаю куда, поедем над морем отдыхать. Ну, они приготовлялись полгода, они
последние тижні хлопців було, що на праці треба вернутися і працювати, важний проєкт, кар'єру закончити, тоді поїде. И уже все, девушка уже сидит в хате, плачет, что это самое. А может это воля Божия? Может у этой девчины брат, то есть там детки, может, служил и дитя получалось. И он думает, а вот не вот. Намовить свою девчину наоборот, не намовить наоборот. А тут эта старшая сестра осталась, может там поразмовляете разом, фильмы якісь поглянуть, и он разумеет, что нет, накажу перед всем, первую чергу, что не есть. Мы не верим. Это просто домино. Пробачилась, это маленькая фантазия. Мы ніколи не ведаем, может штось там намного горше буде відбуватися. А мы только нарекаем один одного и не бачим добра. Не умеем подяковать за то, что маем. Просим. Подчас сьогоднішньої святої мші, яка, як сказала Богдана, з'являється подякою. Чому подякою? Бо вам Єсус. У звичайних постатях. Нет. Не знаю чим. Не у коньяк, не у виски 40-летняя приходить, а кроплю вина звичайно, яка у ті дні у життя Ісуса Христа була нормальною речью. І дорослі люди споживали, як не иметь язви желудка, бо вона помогала на травление, стравування еды. Або имели звичайний хліб, там кожний имел хліб, или по 3 хліби на кожний день. Це була нормальна їда. Звичайно, яку ім'я кожен. Ісус приходить у постать хліба, у звичайну речь, и у постать вина. Что он говорит? Я остался. По сегодняшний день будет постать. Что и для нас он промовляет у звичайных речах. Как мы не шукали якоїсь фантазії, чогось тут все придумали, а умели подяковать за то звичайне, що сьогодні ми маємо. А дякуючи за це, ми отримаємо ще більше. І опошнє, що ми сьогодні прочитали. И один из них, убачивши, что стал оздоровленным, вернулся мощным голосом, прославляющий Бога, и упавши ницам на ноги его, дяковал ему. Веру в одиного Бога, а и сам. Створителя неба и земли, всего вашего и не вашего, и у одиного Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед усіми веками, Бога от Бога, святлого от святла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносутного Отцу, раз якого все сталося. И Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и вселился от Духа Святого, с Девы Марии, и стався человеком, уприжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на 3-й день воскрес, поводле Писания, и взошел на небо, сядись праворучайца, и знов придет среди живых и померлых, и его благодарству не будет конца. Веру Духа Святого, Пана и Животворца, який Зайца и Сына походит, якому разом Зайцом и Сыном належит поклонение и хвала, який промовлял праз пророку. Веру в один и святый католический апостольский костел, вызнаю один и хрост для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых и життя вічного в будущем свете. Аминь. Иисуса Христа, наш разбавитель, является святом свету, с надеей внесем наши молитвы, молимся, святый костел, как в тяжких ситуациях его потребовала вера во воскресного Христа. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за удельников, за удельников руху живого ружанця, образа славной Марии, они долучались до справ справления свету. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за суженство, яким погрожає развод, как за допомогою сакраментальної ласки, не змогли перемогти все, що з'являється причиною поділу і розвалу. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за наших близких померлых, на особливий спосіб за Олег Франтишка і Мар'яна, так само Садовський Миколай, как добрый, милосердный Бог, пробачил им, пробил и принял всего на всех святых. Тебе просим.
Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, тут собранных, и Иоанна, которые учились перемагать свой эгоизм и были готовы охряно служить инжим людям. Тебя просим. Выслухай нас, Пане. Panie Jezu Chryste, Władysław Światu, wysłuchaj naszej pokornej modlitwy, jakiego wznosi do Ciebie i uczynnika все народы, cieszyli się Twoim spokojem, jaki żyje, i władalisz razem Ciebie, jaki wieczny ja. Номер 77. Молитесь, как мою мимашу я хвяру, принял Бог, а и те, и все могутные. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Łaskawy Boże, wysłuchaj naszej modlitwy i przywitali Kijów i tak przynosi. I pracu dzielu światło jak wiary, a dary Ci nas za chwały wiecznej, wraz Chrysta Pana naszego. Amen. A Pan z Wami. I z duchem Twoim. Pokoru sercy mi. Uznosi dla Pana. Podziękuję Panu Bogu naszemu. Ona wielka i sprawiedliwa. Zaprawdę godna wielka i sprawiedliwa, słuszna i chwalebna. Jak my zawsiody i wsiody Tobie składali podzięku. Panie święty Ojcze, всемогутny, wieczny Boże, od Ciebie pochodzić все, что есть на свете, и по Твоим слове изменяются поры года. Ты створил человека на свое подобие и подпорядковал ему этот дивосный сусвет и все, что его наполняет. Как от Твоего имени люди пановали над усими створениями и прославляли Тебе у Твоих справах, праз Христа Пана нашего, тому с усими анgelами мы Тебе прославляем, з радостью скликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полны хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, Хосанна на вышинях, Хосанна на вышинях. Благословенный кто идет в имя Пана. Благословенный кто идет в имя Пана. Хосанна на вышинях, Хосанна на вышинях, Хосанна на вышинях.
Boża Ty święty, krynica усялякой świętości, тому в jedności z усім Kościołem u pierwszy dzień tygodnia, kiedy Jezus Chrystus u was krowiec послал на апостолов Духа Świętego, Franz Chrysta, prosim Ciebie, usiemogutny Boża. Освети святые дары ростою Духа Твоего, как яны сталися для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб и подяку Тебе складаючи, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Бярите и ешьте с этого все, бо это есть тело мое, якое за вас будет выдано». Podobnym czynom po wieczery wziął kielich, znów Tobie podziaku składaючи, podał swoim uczniom, кажучи: «Бярите и пейте с его все, бо это есть кielich крови моей нового и вечного заповету, якая за вас и за многих будет пролита для отпущения грехов. Это czynicie na moją pamięć». Это великая таємниця віри. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего преступления. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, a wieruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia, dziękując, że uczynił nas godnymi стоять перед Тобой и служить Тебе. Покорно молим Ciebie, как усіх нас, приймаючи тіло і кров Христа, Дух Святий собрав в одно. Пам'ятай, Пане, про Костел Твой, рассеянный во всем свете, удосконаливал в любови разом с Папом нашим Львом, Biskupом нашим Józefem i усім духовенством. Пам'ятай так само про братов и сестер наших, які опоснули у надії на воскрешение. И про всех, кто в ласці Твоей дошел с этого свету и дозволил убачить святого обличия Твоего. Просим Тебя, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел в житии вечном, в едности с Наисвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом и Евранником, со святыми апостолами, святым Архангелом Михаилом, Яном Павлом другим, сестрой Фаустиной, благословленным отцом Брониславом и всеми святыми, якие сподвеку подавались Тебе, как зими мы хвалили и прославляли Тебе, праз Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христос, Христови у Христе, Тебе, Божа Ojcze Всемогутный, у едности Духа Святого, уся ваша на и хвала, разу себя и вечная. Молимся на Отца Небесного, як нас научил Иисус Христос, Отче наш, Который есть у небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штуленого дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, але избавь нас от злого. Просим Тебя, Пане, слав нас от всякого злока, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам милосердности Твоей, как мы были за все невольны от греху, и закованы душа добра неспокою, чакали исполнения счастливой надеи, и притча Збавцы нашего Иисуса Христа.
Вот Твоё благословение и милость, и хвала навеки. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostolom Twoim, supokój покидаю вам, supokój mój dаю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, який живе и владает на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Божий, який отпускаєш світу грехи, змилуйся над нами, помилуйся. Баранку Божий, який отпускаєш світу грехи, змилуйся над нами, помилуйся. Баранку Божий, який отпускаєш світу грехи, дай нам супокой, подай нам супокой. Ось Бараnek Boży, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечер я подаю. Пане, я не варты, как ты вошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Номер 121. Ты наш святый Отец, всех принеси життя дарує, наповняєш нас собою, ми твоє. Мы твои,
Милосердный Боже, Ты насыщаешь нас наисвятейшим телом и кровью Твоего Сына. Покорно Тебе просим, как Ты дал нам удел в этом плотским житии прав Христа Бога нашего. Аминь. 28 неделя звичайная, 15-го кастричника у середу вспоминаем святую Тересу от Иисуса, панну и доктора Костела, 17-го вспоминаем святого Игнация Антиохийского, бискупа и мученика, 18-го свято святого Луки, евангелиста, опекуна, лекаров и медработников. Руженцовое набоженство нашей парафии отправляется каждый день перед святой Мшой у 18:20. Памятаем про словы Марии у Фатиме. Дети, что денно молитесь на ружанцы, как выпросить супокой у свете. Сближается месяц листопад, колесовым чином молимся за наших померлых. Выпоминки уже можно приносить и складать у закрыстии. Карточки лежат наприкінці каплицы. Коли ласка, пишите выразно. Наступная неделя, третья неделя месяца, инвестиционная. Дякую за все ахвяры, складенные на будову. 2 листопада отбудется бал усіх святых у доме катехатичним у 12 годин после мши. Коли ласка, захочу принять удел и так само переправиться за якогось святого. У середу, кожную у 19:45 запрошаю молодь и тых, может, старейших, кто бы хотел, уже дал принять сакрамент конфирмации, бежнования, до якого мы приготавливаемся в этом годе. Каждый день в нашей каплице триває адорация Пана Иисуса в наисвятейшем сакраменте от 14 до 19. Помолимся за Полину и ее батькові хрестних на году хресту. Дякую усім, хто причинився до приготовлення нашого фесту парафіального отпусту. Нехай добрий і милосердний Пан кожному за все узнагородить. Дякую за ахвярование на будову, спольную индивидуальную молитву, спеву праву литургичную, прибирание каплицы, а так само тем, кто дежурил. Помолимся за тех, кто на этом тыдні святкує день народження, іменини, юбілеї, чекає народив дітей, ахвяродавців, добродеїв нашей парафії, так само обнови добродеїв будівництва санктуарії Божої милосердності, і за нас кожного доручаючого особку опеці Маті Божої Твоєї обороні отдаємся. Святая Богородица, у наших потребах не погорчай молением нашим, и от всякой злой приходы выбавляй нас завсёды. Анна хвалебная и благословенная, о Пани наша, опекунка наша, содержальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Дякую, что вы есть, что приходите. Дякую за то, что заказываете интенции, складаете ахвяру. Дякую вам. Мы святари живем, могу купить себе один носок, другие так само, а так само тарелку, або гостя якусь тарелку кинуть. Дякуючи этому могу прожить. Дякуючи вашим ахвярам. Есть такий анекдот, але життєво в одной из парафий у Польщу приехал такий клерик з Африки, такий мужик чорненький, худенький такий, як за такий похудялий. Його бачив, говорить, ідея, треба послати його з посланцем, збирав гроші. Люди убачать такого худого, лихого, если хочешь, ты пусть больше давать, а он бедный, и больше грошей сложит на охрану. Вы говорите, поскольку я языка польского не знал никакого, сказал клерикам, какие там были, какие приезжали использовать, научите его этих 2 слова польские. Бог заплать, нехай ходит, Боже, дядь по-нашему, нехай ходит, збирая гроши. Ну, говорит, отправляя им шут, я клерик вышел, збирая гроши, а везде проходят, люди аж прыскают смехом, аж не могут держаться, смеются, аж маленько голос. Что такое там? Вертается, им сейчас окончилось, вертается до закрысты. Ну и оказалось, что клерики научили его слову, а не таких. Клерик шел этой мужик и говорил, дайте еще. Дякую, что даете еще. Нехай добрый Бог вас благословляет, Пан с вами. Вас благословляет Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в покое Христа.
Дякуємо Пану Богу. За наших близьких померлих, за померлих Аляхнович, Франтишка і Мар'ян, Садовський, Миколай, Анёл Панський, зв'язав Пані Марії. Зажала Духа Святого. Вітай, Марія, полная ласки, Пан з тобою, благословленная ты между женщинами, благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Марія, Мати Божия, молися за нас грешних, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Божья слуга Панская, Нехай не станется во воле Твоего Слова. Вітай, Марія, полная ласки, Пан з тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Марія, Мати Божия, молися за нас грешних, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. А слово сталося телом. И поселилась между нами. Вітай, Марія, полная ласки, Пан з тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Марія, Мати Божия, молися за нас грешних, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Молися за нас, Святая Богородица. Остались мы годными обетованием Христовым. Молимся, всемогутный, вечный Боже, просим Тебя, ули в наше сердце Твою ласку, как мы, познавши братанельское звествование, утеловление Христа Твоего, Сына, праз муку Его и крыг, были заведены до хвалы у воскрешения праз Христа, Пана нашего, Аминь. слава Отцу и Сыну и Духу Святому. Я ласка от веку теперь и завсёды и на веки вечные. Аминь. Добрый Езо наш Пане, Дай вечность душам. нехай почивають в покої вічне. Аминь. Святий Архангеле Михайле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси и пастор Злого Духа. Покорно просим, нехай его знищить Пан Бог, а ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и інших злых духов, якие нас удушнують по свете. Аминь. Номер 107. Вишня легкой дорогой життя, для тих місій не бачиш світла, моя над тобою зелі, а ти своє серця і люби, Господа благословляй усіх, серця моє похвали, люби, Господа благословляй усіх, серця моє похвали. Дивиться тоні і сонця промінь, виходить яно і зміщається тінь, а ти що граєш себе і чуєш, як пісню тебе люби, Господа благословляй усіх, серця моє похвали, люби, Господа благословляй усіх, серця моє похвали. Нехай буде похвалено. Святейший сохран,